Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, хаумагдуттар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у нас в гостях лидер движения за независимость Республики Саха-Якутия Раиса Зубарева. Здравствуйте, Раиса. Приветствую. Большое спасибо, что пригласили меня на интервью. Спасибо. На ваш канал. Спасибо тебе. Тебя, Руслан, и всех твоих зрителей. Спасибо тебе, Раиса, что согласилась. Мы с Раисой на «ты», потому что мы давно друг друга знаем. Мы входим в Лигу свободных наций, точнее, наши движения входят, где мы вместе боремся за независимость наших национальных республик, в том числе регионов, там, потому что входит несколько десятков различных национальных и регионалистических движений. Вот. Мы желаем всем свободы, всем независимости. Вот, Раиса, сегодняшняя тема я хотел обсудить по поводу нашумевшего выступления вашего депутата Ильтумена, парламента вашего Саха-Якутия, Александра Иванова. Прежде чем, скажем так, мы будем обсуждать то, что он говорит, для меня это, я сразу скажу, что когда я услышал, для меня это был бомба, взорвавшаяся бомба. Я представляю, что было для тех, кто находится там, в России, потому что кто там в Якутии, потому что вот то, что говорит он, вот мы говорим об этом с Раисой постоянно. То есть, ну давайте, прежде чем начать обсуждать, давайте посмотрим, что именно сказал Александр Иванов. Добрый день, коллеги, приглашенные. 2018 года в нашей республике произошли ужасные события, которые отбросили нас на десятилетия назад и превратили жителей моей республики в бесправных узников на своей земле. Огромные экологические катастрофы, сгорели или срублены наши леса площадью, сравнимой с некоторыми государствами мира. Отравлены наши реки и озера. Целенаправленно поменяли Конституцию, превратив жителей республики из хозяев своей земли, лесов и рек, преступников и заложников античеловеческих законов. Когда права защищенность любых недропользователей и властимущих выше, чем у обычного народа, веками жившего здесь. Имея самую богатую по недрам республику на триллионы рублей, мы по нищете находимся в позорном 70-м месте. Наш бюджет загнали посредством эффективного управления своими концессиями, ГЧП и безудержными затратами в такие долги, что уже пытаемся распродать последние активы республики и неугомонно приближаемся к банкротству. Наши лидеры уже нагло сами участвуют в дележе народного богатства, включая алмазы и золото. Начиная с организации лечения при пандемии и по сегодняшний день продвигается культ смерти, уносящий самых лучших людей и сынов нашего немногочисленного народа. Нас склоняет не изучать свой язык, древний, пришедший к нам от наших великих предков, минуя тысячелетия. От нашего суверенитета, стоившего жизнь многим тысячам жизней и поломанных судеб, осталось только воспоминаний. И этого оказалось мало, решили упростить то последнее, где осталась душа нашего народа, наши наслега. Это ведь все произошло не случайно и не за один день. Все менялось и отнималось день за днем, из года в год в течение 7 лет. Мой честный, древний, мудрый, свободолюбивый народ за очень короткое время превратили безмолвных, бесправных, живущих в ежедневном страхе и несправедливости кучу людей. И за всеми этими бедами, выпавшими на нашу республику, стоит человек. Человек, который поклялся защищать нас перед Конституцией, народом и Богом. В любой другой стране мира лидер, допустивший даже малую часть из вышесказанного, исходя из совести, чести и достоинства, подает в отставку. В свое время выдающийся индийский политический деятель, который боролся за права своего народа, Джавахарлал Неру сказал: «Нет больших врагов собственного народа, чем воспитанная колонизатором интеллигенция, в нашем случае элита. Но сколько веревочка не виться, а конец будет. Этим деяниям нет срока давности. Когда настанет время, все равно придется держать справедливый ответ перед своим народом за все слезы, унижения и пролитую кровь. И не будет на этой земле стены, за которой можно будет спрятаться, границы, за которой можно будет сбежать, и не будет человека за спиной, которого можно найти защиту». Раиса, вот это выступление, то, что как бы вот я там услышал, в принципе, вот как я сказал, и я, и ты, мы об этом говорим постоянно. Вот если над ним прям повесить бы там Лига свободных наций, это, можно было бы подумать, что человек действительно состоит в нашей организации. Но человек находится там, в Якутии, человек является
скажем так, из системной оппозиции. Я так понимаю, он из партии «Новые люди», которая у вас, в принципе, в Якутии, Саха, достаточно популярная. Вот. И как такое вообще возможно в то время, когда в России постоянные репрессии, когда за свободу слова сажают, когда всю оппозицию, реальную оппозицию, либо посадили, либо выгнали из страны. И тут вот такое выступление. Как такое вообще возможно? Ну, я думаю, что такое возможно по двум причинам. Первая причина, это, конечно же, ну, скажем так, накипело, да. Александр Иванов вообще известен своей такой оппозиционностью к власти. Александр Иванов известен тем, что он очень часто, будучи главой Нюрбы, ну, у нас вот Республика делится по улусам. Это районы, да? По районам, да. Угу. И один из очень таких националистических улусов, это Нюрбинский улус, и он был главой центра этого улуса Нюрба, да, город Нюрба. Он был главой Нюрбы, и очень часто он высказывался против действий, пока он еще не был депутатом, высказывался против, значит, законов, которые принимаются нашими парламентариями, и высказывался конкретно против действий Айсена Николаева. Про войну он ничего не говорил, к сожалению, да, за все эти 3 года. Ну, остальные вот концессионные соглашения, ну, скажем так, по поводу наших мегастроек, по поводу ЖКХ он высказывался, значит, против власти. Вот, ну и по поводу экологии тоже. Очень больной вопрос. Вот. И сейчас я думаю, что именно поэтому он не побоялся высказаться в таком ключе. Но это первая причина, да, наболела. Вторая причина, ну, на самом деле же, да, вот наболела, я говорю, да, что происходит? Что происходит? Варварские, значит, добываются ресурсы, без оглядки на законодательство, без оглядки на людей, которые проживают в местах добычи и ведут там свою традиционную деятельность. Не то, что, ну, не только варварски добывается, да, еще и республика не получает достаточных, ну, скажем так, средств, да, от этой добычи. Вот, поэтому накипело, да, вот одно из последних видео у нас было загрязнение, очередной раз загрязнение реки от золотодобывающей компании. В общем, никто за это не несет никакой ответственности. В 2017 году у нас было загрязнение 3 больших рек компании «Алроса». Айсен Николаев грозился, в тот момент он еще был кандидатом в главы, он грозился, что он накажет компанию «Алроса», там, по-моему, многомиллиардные были штрафы, планировались, да, вот, но как только он стал главой, эти многомиллиардные штрафы скукожились, да, там, нескольких миллионов. И, по-моему, там еще один штраф был, практически уменьшился до 600 тысяч. Что-то такое было. Это, конечно же, это вызывает гнев. Смешные копейки для такой компании. Да, конечно же, это вызывает гнев. Во-вторых, я думаю, почему это стало возможно. Может быть, где-то я уже говорила об этом, да, скорее всего, у них... Вы знаете, ну, я не скажу, что это инсайты, да, потому что у якутских чиновников, политиков практически нет доступа в кремлевские кабинеты. Практически нет каких-то там инсайтов, которые бы говорили о том, что что-то, возможно, в скором будущем произойдет. Ну, вот что-то произойдет. То ли это вот... ситуация на фронте, то ли это ситуация, значит, в геополитике. Я думаю, что они, как политические животные, да, все это чувствуют. Может быть, проводят какой-то логический, ну, анализ, да, того, что происходит, и создается такое ощущение, что в скором времени
в российской политике будут какие-то кардинальные изменения. Может быть, они поэтому таким образом, такими выступлениями закладывают семена, пытаются перехватить повестку для того, чтобы в будущем взять власть в свои руки. Сказать, вот, ну, народу показать, посмотрите, мы были против этой власти, мы были против того, что они делают с нашей республикой и с нашим народом. Вот, может быть, поэтому. Вот. Ну и нельзя не отметить, что за такими выступлениями обязательно кто-то должен стоять. Не может Иванов лично написать текст и его зачитать. Ну, конечно, может теоретически, да, но судя по тому, что он ни разу не высказался против войны за более чем 3 года, я думаю, что это не его личное заявление. Я думаю, это коллективное письмо, и за этим письмом, за этим выступлением стоят определенные силы. Ну да, я тоже отметил то, что удивительно, потому что, ну, допустим, в том же самом Госдуме, когда кто-то начинает что-то не то говорить, ему тут же отключают микрофон. Здесь человек договорил свою речь до конца. В конце вообще были угрозы, прям реальные угрозы. И Айсен Николаев, находясь в зале, все это выслушал, и все его помощники, все его там приближенные, все это слушали с молчаливым лицом. Никто не воскликнул, там, ах, негодяй, такого никто ничего не было. Это очень удивительно. Но вот то, что ты перечислила в первом случае, да, накипело, это действительно те проблемы, которые ты перечислила, Раиса. Эти все проблемы есть и у нас в Республике Башкортостан. Я думаю, что попозже чуть-чуть мы к ним перейдем. Я вот сейчас что хотел сказать. Вот тоже очень много переплетений, очень много совпадений у вас и у нас в Башкортостане. Ну вот, допустим, в 2018 году Айсан, он там в своей речи говорит, что вот пришел вот этот вот глава республики. Он, конечно, имя, фамилии не называет, но все понимают, о ком идет речь, да, об Айсене Николаеве. В 2018 году пришел и Ради Хабиров. Возможно, вот тогда Путин и готовил вот таких вот назначенцев в республике, которые, ну, к которым присматривались, которых проверяли, насколько они угодливы, насколько они исполнительны, насколько они беспринципны и готовы выполнять вот все те, скажем так, приказы, которые спускаются им с Кремля, вне зависимости от того, понравятся они местному населению, не понравятся, пойдут они против интересов своего собственного народа, не пойдут. То есть здесь как бы таких вот прям послушных болванчиков набрали, вот и как раз вот ставили. В 2017 вот я знаю, что в Бурятии поставили, да, вот их Цыденов, по-моему, да, фамилия. Вот, тоже такой же, вот из одной когорты, вот, да, как будто из одного инкубатора их там вылепили. И у нас тоже вот с 18 года человек пришел, ну, Ради Хабиров пришел с большим кредитом доверия. Его встречали очень хорошо, говорили, что вот там башкир наш пришел после того, как был другой предыдущий, считался слабый Рустем Хамитов. Но сейчас, как это предыдущий глава Республики Башкортостан, но сейчас, как вот смотришь, Рустем Хамитов действительно был более либерален. И при нем как бы действовали оппозиционные там движения какие-то, партии. И митинги проводили, и сходы проводили. С приходом Хабирова там репрессии на репрессиях. Людей начали сажать пачками. Вот, Куштау, потом баймакские события произошли. Вот и у вас как бы, да, вот сейчас тоже я вижу, что вот такие же ситуации. Вот он начинает перечислять. Вот он перечисляет как раз вот уничтожение природы, лес, рек, озер. Вот сейчас ты перечислила золотодобывающие компании. У нас там вот, допустим, Учелинский район тоже золотодобывающий такой район, где просто уничтожили реки. Такие машины, драги называется, ими проходят вдоль русла реки, река меняет русло, она там мелеет, там вся природа, вся земля там перевернута потом. Ну, в общем, страшно и ужасно. Вот. И точно так же смешные штрафы давали этим людям, но как бы никто не понес наказание. Я не видел, чтобы кого-то там посадили за это. Вот. Но у нас молчат. Вот что удивительно, наши депутаты молчат. Я вот не могу представить, чтобы кто-то у нас мог вот такое что-то подобное высказать. У нас был один Чувилин такой депутат, его и то посадили. Вот, сейчас, но пока еще как бы дело расследуется, но надолго посадят, потому что ему там чуть ли не смена режима вот, обвиняют. Вот, но
вот этот вот Александр Иванов, он какой срок сидит вот в депутатом? То есть получается, что если ты говоришь, что он давно уже оппозиционный, и его выбрал народ, соответственно, у вас как-то более-менее, значит, выборы все-таки честные? Или как? Но нет, нигде в России нет честных выборов. Но ты знаешь, я хочу сказать, что бывают, конечно, исключения. И то, что он стал главой Нюрбы, это было как раз-таки исключение, которое подтверждает правила, да, как известно. Депутатом он стал, он первый срок является депутатом, и он пришел как раз в тот момент, когда, ну, известно, что наша республика достаточно оппозиционная, уже давно, да, считается. Та же самая вот у нас была мэр, чудо-мэр, женщина, в общем, тоже оппозиционное было голосование. Люди проголосовали за совершенно неизвестного им человека, за эту Сардану, да, Аксентьеву, только для того, чтобы не прошел в мэры Якутска, а Якутск, на минуточку, это огромный город, ну как огромный, по меркам нашей республики, в котором проживает треть населения, ну практически половина. Нас миллионы, там больше 400 тысяч живет людей, да? Практически половина. Все политические события, вообще все события происходят значимые в Якутске, да? Вот, ну и она пришла, Сардана Аксентьева, на волне этого протеста. Наши люди протестуют против Единой России давно, и практически всегда у нас побеждают коммунисты. Наши люди, сразу хочу сказать, это партия. Или нет? Наши люди? Нет, я говорю о якутянах. Жителях, да, они протестуют против, значит, Единой России всегда, это уже традиционно, и побеждали коммунисты, но, по крайней мере, они были всегда на втором месте. На выборах в парламент и на выборы местные какие-то выборы, да. Вот, ну, 2023 год были парламентские выборы, и для того, чтобы коммунисты не победили, Айсен Николаев, люди тогда тоже, вся такая оппозиционно настроенная часть населения нашего решила, ну, это был такой единый порыв, да, все звали на голосование против Единой России за коммунистов, потому что, в принципе, голосовать было не за кого. Новая партия создалась, вот это новые люди, региональное отделение возглавила вот это вот Аксентьева, которая сейчас в Госдуме сидит. Сардана, да? Сардана, да. И, ну, репутация у нее не очень хорошая после ее побега. Поддержки войны? И поддержки войны. И после ее побега в Москву. Угу. Да, она сказалась больной, бросила свой пост, бросила город и уехала, в общем, на должность парламентария в Госдуму. В общем так, и на ее место пришел как раз таки ставленник Айсена Николаева. Ну, то есть, представляешь, да, какие там, видимо, деньги крутятся на этих должностях. Вот, ну, возвращаясь к протестному голосованию. Все в 2023 году на парламентских выборах все пошли голосовать за коммунистов. Айсен Николаев позвал к себе, значит, к нам в республику новую партию, вот эти вот новые люди, и они забрали, ну им подарили, да, получается, потому что все голосовали за коммунистов, а в итоге второе место, 30% голосов, оказалось у партии «Новые люди». Ну это такие закулисные договоренности, получается, да? Да, для того, Айсен специально это сделал, для того, чтобы и наказать коммунистов, и показать Кремлю, у Кремля мы знаем, что давнее противостояние с коммунистами, и им было только на руку, и Айсен таким образом показал, что я хозяин, я могу принимать решения. И таким образом, ну, дал по носу нашей якутской оппозиции, которая вся, всем скопом, все 100% оппозиционного, значит, электората шли голосовать за коммунистов. Ну, в общем, и тогда же первый срок у нас вот победил и стал депутатом Александр Иванов. Вот.
Да, достаточно такой оппозиционный у нас регион. А он один такой или есть у него есть еще такие оппозиционные? Ну, их двое пока, да, ну, тех, кто открыто говорит о происходящем в республике. Это Александр Иванов и это самовыдвиженец, он беспартийный, раньше он был в партии, Владимир Паскачин. Он был в «Единой России», но вышел. И принимал участие, значит, в выборах в парламент как самовыдвиженец. И он победил. Он прошел и сейчас является депутатом. Вот они, такая достаточно серьезная оппозиция Айсену Николаеву, потому что у них очень много людей, которые их поддерживают. Ну, такая многочисленная армия сторонников, скажем так. Ну, очень удивительно слышать, потому что у нас в Республике Башкортостан, у нас оппозиция, в принципе, тоже всегда была, но она всегда была вот на низовом уровне. То есть среди народа это общественная организация, вот наша организация Башкорт, которую признали экстремистской, впоследствии запретили. Это и какие-либо другие политические и национальные деятели, которых вот тоже пересажали всех. Это Айрат Дильмухаметов, Фаиль Алсынов и так далее, там Рамиля Саитова. Вот. Но нас, сколько мы не пытались пробиться во власть, через выборы, через все, нас никогда туда не пускали. Вот там это вот все запрет, и туда набирали только послушных болванчиков, и сегодняшние наши депутаты, это вот, ну, это всегда так было. То есть депутат, это вот каждый новый глава набирал под себя, выстраивал под себя парламент, чтобы проводить свои законы. Вот, и ну, раздавал места так или иначе. И здесь вот как бы, да, Раиса. Но надо же понимать, в любом случае, почему вас не пускали? Потому что вы не системные. А вот эти люди, которые работают давно в системе, они знают, что говорить. Они знают, когда говорить. Они знают, насколько сильным в тот или иной момент может быть давление на власть. Да? Они, несмотря на то, что они такие вот якобы оппозиционеры, да, ну, оппозиционные власти, все равно они системные. Они все равно играют в эту игру, политическую игру с властью, и они знают, как это делать. Вот. А выступление Иванова, которое выбилось, да, из всего этого контекста сегодняшних российских реалий, оно, ну вот я же говорю, они, видимо, что-то чувствуют, да, и почему не боятся? Потому что как-то вот то ли чувствует, что ослабла власть, может быть, и что в любом случае что-то будет, да, может быть. Я, конечно, Александру Игнатьевичу желаю всего хорошего, чтобы его, конечно, не посадили и никаких репрессий против него не было. Но мы же знаем, что власть такого не забывает. И они тоже в курсе, они тоже все понимают. И если они все-таки высказываются так, то, может быть, у них есть какая-то информация о том, что власть ослабла и никаких таких сильных репрессий против него не будет. А может быть, они заручились поддержкой очень сильной. Я не знаю, кого может там сильной поддержкой. Силовиков? Ну, только силовиков, возможно. Либо Кремля, да. Либо силовиков. Тут, да. но поэтому... все равно эта речь как бы такая, она выбивается. И, кстати, надо заметить здесь, что после вот этого выступления, которое прогремело на всю Россию, тем, кто, особенно, ну, среди тех, кто следит за политикой, да, особенно за политикой регионов. И потом приехал Минниханов к вам туда, в Якутию, да. поддержать Айсена Николаева, то есть показать, вот, что ты красавчик, что молодец, мы там с тобой там вместе, да, то есть тоже это же видно было сразу, что это был не просто приезд. Да, это был не просто приезд, это была такая своего рода поддержка, ты правильно сказал, собрались, да, два гауляйтера. Но еще и мы же тоже отмечали, что, скорее всего, там какие-то экономические еще дела, да, денежные дела обсуждались, потому что Республика Саха, как мы знаем, у нас выходил фильм тоже и на Лиге, да, мы с Лигой делали, что Республика Саха спонсирует РПЦ Татарстана. Вот. Ну, да, какой поддержкой ему еще заручаться? Только таких
высокопоставленных чиновников. Да, да. Никто из республиканских высокопоставленных чиновников поддерживать Айсена Николаева не хочет. Какие у нас могли бы, кто бы у нас мог поддержать? Очень такой, скажем, Штыров у нас был такой президент наш. Он русский, но он уроженец Республики Саха и очень такой грамотный мужик. Тоже в свое время проводил такую политику, которая заботилась и о жителях Республики Саха. Вот если бы он поддержал, это было бы знаком, признаком того, что Айсен Николаев не теряет своих позиций. Но его никто не поддержал. Даже те парламентарии, которые все это выслушали, всю эту речь Иванова, а потом встречали Паскочина буквально аплодисментами и говорили, что он национальный герой. Вот эти парламентарии, все 100 человек, которые сидели в зале, никто из них не поддерживает. Никто из бывших, там, ни Егор Борисов, ни еще какие-то высокопоставленные бывшие чиновники, да, никто не поддерживает. Ему, естественно, нужно было еще позвать, наверное, и Хабирова. Да, и Кадырова. И Кадырова, да, усилить свою поддержку. Ну вот, только так. Вот. Да, и еще блогеров. Да. Кстати, я видел, он там тоже сейчас начал активно привлекать. У нас Хабиров тоже этим часто страдает, пытается там разных блогеров на свою сторону привлечь, там встречается с ними. И здесь смотрю тоже, Айсен Николаев там тоже с вашими якутскими блогерами, там что-то там кушать варит. Там. Им еще осталось теперь, значит, с голым торсом, значит, на лошадях по рекам кататься. Да. Вот там Александр Иванов сказал также то, что Саха, Якутия сейчас там находится на, скажем, позорном 70-м месте по качеству жизни. Но действительно, вот для меня, вот сколько, особенно в последнее время, если, скажем так, раньше не особо это было слышно, возможно, действительно там при первых президентах Саха были какие-то улучшения жизни, то сейчас я только и слышу, что вот там что-то рухнуло, там дороги вообще развалились. В принципе, то же самое, что происходит у нас в Республике Башкортостан. Но у вас самая богатая республика, я не знаю, не только, наверное, в России, мне кажется, во всем мире, наверное, по учету разведанных и неразведанных природных ресурсов. То есть алмазы, золото и так далее, и так далее. Вот, и качество, 70-е качество жизни. А я знаю, что Алроса там на сколько-то процентов, там 20 или 30% принадлежит республике. Где эти деньги? Почему они не доходят до дорог, до газификации? Потому что они оседают в карманах. И наших чиновников, и кремлевских бизнесменов. Когда вот вернусь к тому, что ты говорил, о том, что вот все они как под копирку. Да, и Хабиров, и наш Николаев, и этот Цыгенов. Кремль специально готовил их, да, зная, что будет война, специально их подготавливали к тому, чтобы они пришли во власть. Абсолютные циники. Люди, которым не важны жители наших республик. Абсолютно. Все равно, что будет с нашими республиками. У меня такое ощущение, что они уже давным-давно сидят на чемоданах и ждут, когда успевают хапнуть последние, и ждут, когда, в общем, все это закончится, и они благополучно улетят, я не знаю, в Малайзии какие-нибудь, да, которые держат нейтралитет и с большим удовольствием примут российские деньги. Вот. Абсолютные циники. Им не важно, как живут люди. Им не важно. Им важно вот красивую картинку перед Путиным, перед кремлевскими, значит, чиновниками, перед всем остальным, перед всей остальной Россией показать. Поехать на форум, показать эту красивую картинку моста Алан-Халенда и не показывать то, что на самом деле происходит в республике. Система ЖКХ у нас абсолютно в отвратительном состоянии. Она не приводилась в порядок, не ремонтировалась, не обновлялась. Наверное, я не знаю,
еще с прошлого века. Все то, что не котельные не строятся, да, не вводятся в эксплуатацию новые. Я там не знаю, даже просто трубы обычные в домах не меняются. Ни детей не переселяют этих бедных сирот, не переселяют из аварийного жилья. Все, что они делают, ну, конечно, что-то делают, да, для того, чтобы народ совсем уже не восстал. Но по большому счету, это такая капля, да, для нашей республики. Нас всего миллион. Нас всего миллион. Можно было бы все дороги закатать в асфальт за эти, не знаю, там 10 лет, да, и каждому жителю предоставить благоустроенное жилье. А мы, несмотря на то, что мы самый богатый регион, у нас меньше 50% газификации. Несмотря на то, что мы добываем свой газ. В центре Якутска, по-моему, бараки до сих пор стоят, да? Бараки стоят, и люди в них живут. Это отвратительно вообще. А они вместо того, чтобы что-то делать, они блогеров наймут, которые будут рассказывать о том, показывать центр Якутска и рассказывать, какие мы, значит, как мы прекрасно живем. Ну вот я говорю, это пришли к власти абсолютные циники. То, что у нас было, и, кстати, у Айсена отвратительное, когда он пришел, не было кредита доверия. К нему было очень плохое отношение жителей. Он до этого был мэром Якутска, и на этом посту ничего абсолютно не сделал, стоящего для Якутска. Потом он был до Сарданы или после? Он был до Сардана. Угу. Сардана пришла после него. Он уроженец Санкт-Петербурга. Он там родился, он там учился, политическую карьеру свою начал там. Почему еще не было кредита доверия? Да? Потому что он начинал свою карьеру в САПе Полисе, известная такая компания, которая занимается, страховая, которая в итоге обворовала якутян там больше, чем на 2 миллиарда рублей. Он там начинал свою политическую карьеру. И потом он пошел, значит, в Единую Россию и стал, по-моему, возглавлял региональное отделение Единой России. После этого он пришел, стал мэром. Единственное, что умеет, значит, этот человек, это рапортовать в Кремль, как у нас все хорошо, и плести интриги. По вине Айсена Николаева был смещен наш предыдущий Илдархан и Год Борисов. Все это прекрасно знают. Поэтому он пришел, у него не было никакого кредита доверия. И все знают, что он из себя представляет. Абсолютно циничный человек. Один из бывших чиновников республиканских, я с ним разговаривала, он сказал: Айсен Николаев не разговаривает с обычными людьми. Он разговаривает с теми людьми, у которых есть деньги. Это вот Алрос, это крупные бизнесмены, которые работают в республике. И, ну, московские, понятно, да? И, может быть, какие-то люди, которые, такие, как у нас есть добывающая компания алмазная, наша национальная, алмазы Анабара, но ее тоже сейчас перевели, сделали дочерним предприятием Алроса. Может быть, с такими еще людьми. Но все. Простой народ их не интересует. Вот такие люди у нас. Ну, действительно, вот очень, я еще раз говорю, так, очень схожие проблемы, потому что видно, что, как бы, обладая такими богатствами, ваша республика живет так нище. Это же не просто так. Это ее сознательно делают такой, чтобы она жила на дотациях, из нее выкачивают максимально сколько можно, и даже больше, чем максимально выкачивает. А потом Москва, там, забирая все доходы, распределяет по регионам, там сколько-то подкидывает там, Якутии, да, на жизнь, скажем так. И, скажем так, вот эту политику проводят их ставленники, чтобы вот она, эта политика проходила, и народ молчал. И у нас, вот, допустим, тот же самый Хабиров, вместо того, чтобы развивать действительно республику, строить мосты, которые рушатся там во время половодья, там дорог нету, то же самое, газификации нету, ЖКХ тоже убитая вся, там лифты падают вот, в домах. Он загоняет республику в долги, то есть вот за его правление только до 67 миллиардов рублей долг увеличился, и его долг
То есть то, что он долгов набрал, республика набрала при нем долгов в 2 раза больше, то есть больше, чем 2 предыдущих его, то есть руководителя республики нашей, Хамитов и Рахимов. Один Хабиров за 8 лет набрал больше долгов, чем 2 предыдущих. То есть, а строит он что на эти деньги? На эти деньги строятся там различные какие-то вот такие помпезные какие-то сооружения, которые вообще никакой роли для там, качества, улучшения качества жизни республики нашей не играют. Там какие-то арки там, на набережной построил он в честь, ну так, точную копию абхазской арки. То есть зачем точную копию? Почему абхазская, вообще непонятно. Там дворец борьбы построил, потому что сам он борец в прошлом, да, вот и построил огромнейший дворец борьбы. Ну, я не знаю, конечно, спорт нужен, но в первую очередь нужны дороги, в первую очередь нужна чистая вода, чтобы из крана у тебя текла, чтобы у тебя газ был в доме. Вот, мне кажется, вот это в первую очередь. Там памятник Шаймуратову генералу поставил, там человек, который, ну да, он герой, конечно, с одной стороны, воевал против фашистов, но его в родном селе огромный памятник стоит, там конная статуя. Сейчас он ее поставил в центре Уфы, еще дополнительно поставил, там миллиарды. То есть тоже просто несоразмерная трата денег вообще на непонятные вот эти вот вещи, абсолютные вещи. И также вот я хотел здесь заметить, что Иванов сказал о том, что культ смерти, да, сейчас как бы вот Айсен Николаев пропагандирует культ смерти. Что он этим хотел сказать? С намеком на войну? То есть, если ты говоришь, раньше он как бы там ничего не говорил о войне, но ясно было, вот я лично понял, что он говорил о войне, потому что я знаю, что Саховар, якуты точно так же активно участвуют в войне из-за вот этой пропаганды, которую ведет Айсен Улас Николаев, точно так же, как у нас Хабиров и в Башкортостане пропагандирует эту войну, отправляет туда целые батальоны, снаряжает их, платит им и так далее, и так далее. То есть это он имел в виду или нет? Ну, конечно, это. Мы все поняли, мы все услышали то, что он сказал. Он конкретно сказал о войне. Слово геноцид не произнес, но мы все поняли, что эта война убивает наших людей, убивает наши нации. Вот, ну, да, сказал, осмелился, да, это очень сильно было на самом деле. Я думаю, что думающая часть наших республик, она, конечно, это понимает. Просто говорить не все могут, да, ну, все не могут говорить, скажем так, правильнее будет так. Да, он имел в виду войну, и да, у нас на самом деле очень большие потери не только от того, что люди погибают, пропадают без вести в Украине, а еще и большой миграционный отток. С начала полномасштабного вторжения из республики Саха, вот мы считали еще в 23-м году, насчитали около 10 тысяч человек, да. Я думаю, сейчас эта цифра намного больше, потому что в 23-м году активно, в 24-м году тоже люди уезжали в прошлом году. В этом году, может быть, меньше стало людей, да, которые уезжают, но все равно люди уезжают целыми семьями. Вот в этот раз не было никогда такого, чтобы Саха собрал весь свой скарб, свою семью и куда-то переехал. Саха вообще не переезжает. А куда переезжает Саховар сейчас? Это Казахстан и это Соединенные Штаты. Вот пока было открыто, да, до последнего момента. Те, кто не смог уехать в Соединенные Штаты, едут в страны Европы. Конечно, меньше. Больше всего, конечно, людей в Казахстане. Тем более там работает сейчас наш очень известный предприниматель Арсен Томский. И он там открывает, в скором будущем планирует открыть университет. И, скорее всего, туда будут набирать наших, да, тоже ребят из республики. Казахстан сейчас в основном. Казахстан. Это самый огромный, самый первый и самый огромный отток населения из республики Саха. Никогда такого не было. Никогда. Вот что сделал совершенно бездарный наш Айсен Николаев. Вместо того, чтобы защищать людей от войны, он сделал так, что
огромное количество уехало и огромное количество погибло. Сколько у нас погибло? По последним данным волонтеров у нас погибло, по-моему, там чуть больше 1000 человек, да? Но это то, что мы смогли собрать, то, что волонтеры смогли собрать. Потому что нигде, ну ты сам знаешь, да, нигде нет этих данных открытых. Нигде. Собирают по крупицам, собирают в соцсетях, собирают там по всяким, через всяких знакомых, да, которые рассказывают о том, что вот там погиб, там погиб. Собирают с кладбищ, когда кто-то из, опять же, волонтеров, которые находятся в республике, допустим, да, едут на кладбище и снимают эти кладбища, да. Оттуда берут еще имена и фамилии. Ну, в общем, совершенно, абсолютно правильно сказал. Невозможно же об этом так долго молчать. Невозможно. И вот если говорить о поддержке, да, почему он так сказал? Он, скорее всего, его поддержала вот местная культурная элита. Вот высказывание Александра Иванова. Ну, то есть недовольство войной есть среди населения, конечно, и среди элит. Да, есть. Я помню, что еще в самом начале войны было письмо депутатское о том, что наши парламентарии, его потом убрали. Сейчас его нигде невозможно найти. Но оно было. Я помню это письмо. Я его читала сама личными своими глазами. Что они против того, чтобы Саха участвовали в этой войне. И это было письмо как раз-таки от парламентариев, от депутатов Филтумена. Вот, поэтому я думаю, что вот это вот высказывание против войны, оно поддержано всеми, и политическими, и культурными, и бизнес-элитами. Вот ты сейчас, Раиса, кстати, затронула очень такую интересную тему по поводу того, что ваши элиты, вы говорите, что ваши политические деятели высказывались о том, что Саха и Якутия не должна была участвовать в этой войне. Это вот нормально для как бы нормального, извиняюсь за тавтологию, федеративного государства, когда определенные субъекты, входящие в эту федерацию на договорных основах, сами решают, участвовать им в войне где-либо, вообще в какой-то либо кампании или нет. И по идее, что Саха-Якутия, что Татарстан, что Башкортостан, что другие регионы, особенно наши государства, а мы являемся государствами по Конституции Российской Федерации, мы должны были сами принимать решения на своем уровне, участвовать нам в этой войне или посылать туда наших бойцов или нет. Но нас же никто не спрашивает. И вот, кстати, Александр Иванов здесь говорит о том, что вот он затронул такие вещи, как потери суверенитета в Якутии, потеря языка. Вот. Насколько у вас потеря языка, вообще потеря суверенитета сильна по сравнению с 90-ми годами? Ну, я вот так иронически нашего Илдархана называю губернатором. Он не глава республики Саха, не Илдархан. Он не президент. Он губернатор Якутии. Вот. Сейчас, по сути, фактически мы являемся губернией. Все, что там написано в этих конституциях, да, можно уже давно на свалку выкинуть историю. Мы не являемся фактически сейчас государствами. Вот в нашей конституции написано, да, Республика Саха является демократическим правовым государством. Но фактически этого нет. И он правильно сказал, да, что мы потеряли свой суверенитет. Мы потеряли свой суверенитет еще в 2009 году. Мы одни из самых последних. Я не знаю, когда Башкортостан отказался от слова суверенитет в своей конституции. Но я знаю, что оставались последними мы, Тува и, по-моему, Татарстан. Вот эти вот три последних республики были, которые вычеркнули это слово из Конституции. Наши парламентарии долго не соглашались вычеркнуть, но тогдашним, да, волевым решением, так скажем, тогдашнего президента Штырова, это все-таки парламентарии приняли вот эту поправку, что они вычеркнули это слово. И мы тогда перестали быть суверенным государством, да. Он правильно сказал о том, что у нас уничтожаются школы,
Ну, то есть мы как, видимо, это вот, невидимо, а это точно, да, план Кремля стереть любую национальную идентичность, да. Все, нету никаких государств, нету никаких республик. Есть единая и неделимая с государствообразующим языком, Русским. с государствообразующими людьми. Что теперь творится с изучением наших языков родных? Вот Кстати, сейчас у нас будет вот здесь, родной язык. кстати, вот здесь как бы хочу заметить, что для наших зрителей, что и при Советском Союзе, и в начале 90-х 3 национальные республики обладали полным образованием на своем родном языке. Это Татарстан, это Башкортостан и это Саха-Якутия. То есть с 1 по 11 класс все предметы были школы с полным образованием, когда еще ЕГЭ не надо было сдавать на русском языке, были обычные выпускные экзамены. Так вот, там все предметы велись на родном языке, на башкирском, на татарском, на языке саха. То есть это не только там литература или история, это и физика, и алгебра, и геометрия, и черчение, астрономия. То есть вот это, все точные вот эти вот предметы науки такие вот. Это сейчас Но все я думаю, уничтожено. что в Туве была такая же ситуация, потому что Тува сейчас является единственным регионом, где единственная республика, где 90% населения говорит на тувинском языке. Ну там потому Я что думаю, 90% тувинцев. Ну да, ну да, да. И многие тувинцы не знают русского языка. Он им не нужен в принципе. Я думаю, что у них такая же ситуация была, как у нас. Да, у нас мы изучали, и у нас были школы, и Вилюйская гимназия, я помню, у нас была, которая обучала детей на якутском языке, и физмат-школа тоже была, РФМШ называлась, которую возглавлял Иван Шамаев. Я знаком Вот, с ним они, лично. да, они тоже вели, все предметы были на якутском языке. Сейчас ситуация изменилась. Я говорю, план по созданию единой и неделимой с государствообразующим языком, из государства, ну, то есть с родным языком русский, и неродными, значит, все наши языки становятся неродными, да. Ну вот, в общем, политика государства такая. И наши гауляйтеры эту политику абсолютно поддерживают. И нам же еще же говорят, вот когда в 17 году вот этот вот Путин сказал, то, что не должны дети изучать там не родной для них язык, и после этого начались проверки в школах, и после этого убрали языки обучения, там добровольно оставили, вот, и нам говорят, что надо изучать дома языки. Вот изучайте дома, все должно начинаться с семьи. Но это вот настолько смешно, это настолько как бы вот люди не понимают, что они говорят. И я общался много с лингвистами, филологами, с различными активистами, которые вот выступали за защиту башкирского языка. Они объясняют, что невозможно. Вот дома разговаривают на бытовом уровне, на семейном, на кухонном языке, как говорится, да, который, вот если взять весь литературный язык, вот, допустим, берем башкирский язык, весь литературный башкирский богатый язык берем, то бытовой уровень, где мы говорим, там, пойдем покушаем, спать, там, да, что-то надо приготовить, пойдем сходим погулять, вот как-то мама, папа, это, он, говорит, включает всего 20-25% от всего литературного языка. Все остальное преподается в школах. Это и названия деревьев, там, птиц, это там какие-то названия точных там наук, там, предметов. И огромное количество литературного языка. Невозможно дома научить ребенка. То есть это сколько нужно свободного времени, чтобы там, допустим, пройти тот курс, который проходит в школе, там, да, всю богатую литературу там, писателей Саха, там, да, учить стихотворение, там, научиться читать, научиться писать на родном языке. Это же дома невозможно все это дать. Ну, когда будет родители заниматься этим? Для этого существуют школы. Когда ты лишаешь этого ребенка и только разговариваешь с ним на бытовом языке, это все, это деградация языка. Я думаю, что ты не прав, говоря о том, что они не понимают, что говорят. Они абсолютно понимают, что они говорят. Они знают, зачем им это надо. Правда
должен знать язык своего хозяина. Понимаешь, те люди, ну, обыкновенные люди, которые говорят, да, учите дома, они вот с этой целью говорят. Они никогда не будут учить наши языки, понимаешь? Они будут говорить на своем. Это же говорят наши же вот деятели, допустим, там политические, культурные деятели, которые вот особо приближенные к власти. Вот у нас свои же башкиры, различные депутаты, там, депутаты Госдумы, депутаты Госсобрания Курултай собирали людей, общественность, когда она была недовольна, когда мы там митинги проводили, наша организация Башкорт, собирали людей после наших митингов и говорили, все будет хорошо, учите дома, нам будут выделять деньги, будут открыты фонды, мы будем там выделять там на различные проекты. А с каждым годом все хуже и хуже. Это же своих делали. Ну да, они в угоду Кремлю они такие вещи говорят. Но все равно я знаю, что вот у нас, допустим, по последним данным я смотрел, и башкиры, и татары, допустим, 80% башкир, 80% татар знают свой язык. 70-80. Сахалар знают 100%. Вот по последним данным. То есть у вас, ввиду, наверное, все-таки отдаленности, ввиду того, что у вас численность населения там 50%, да, то есть якутов в своей республике, больше 50, да, это тоже, видать, играет роль свою. Вот, но вот подводя итоги, то есть основное вот это выступление Александра Иванова, он, скажем, оно было посвящено вот предстоящей реформе муниципальных образований. Правильно же? Да, да. И это опять из той же песни, когда они хотят построить единую и неделимую. Что они сейчас, опять, и это связано с языком, опять же, да, они убирают школы, малокомплектные, маленькие школы, им, дескать, невыгодно содержать. А убери школу, умрет деревня. Умрет деревня. Да. И поэтому, соответственно, конечно, зачем им там, в этой маленькой умирающей деревне, держать целый там штат депутатов, к примеру, да? Или выбирать вообще главу поселка. Для чего? Вот это опять та же политика, единая и неделимая. Никаких республик, тем более национальных, да? Никакого национального самосознания, никакого языка. Никакой выборности на местном уровне. Вообще абсолютно никаких, значит, даже попыток, даже намеков на демократию, да? Ничего такого быть не должно. Россия – это вот такое авторитарное государство, где на самом деле, вот я об этом давно думала. Я думала, ну сбросьте свои маски, скажите конкретно, честно, прямо, что вы хотите. А они все, вот выборы, да? А сейчас они эти маски сбрасывают. Они сейчас конкретно показывают, вы нам не нужны. Вы нам не нужны. Может быть, у нас еще более-менее, как ты правильно сказал, потому что мы далеко, а вы ближе, да, к Москве. У нас говорят, да, там, хозяин далеко, или как это говорится, прокурор Медведь, да, что закон тайга, прокурор Медведь, у нас так говорят, да, говоря о том, что власть далеко и не увидит всего этого. Да, может быть, поэтому нам еще как-то, у нас еще более-менее посвободнее. Вот, но и цель их такая, да, вот он говорил, у нас очень много по этому поводу было и собраний, и Паскачин проводил, да, тоже вот оппозиционный тот самый политик. И Александр Иванов очень много об этом разговаривает с населением. И петиции писали, да, о том, чтобы не отменяли выборов на уровне вот, муниципалитетов, о том, чтобы не, как это называется-то, у них с этими школами, не упразднение, а такое слово... Оптимизация. Оптимизация, да, против этой оптимизации. Ну, то есть понятно, к чему, да, все это идет. И они большую работу проделали. И Паскачин, и Иванов. Да, за что им, конечно же, огромное спасибо. Они таким образом населению рассказывают о том, что вовлекают население в политику, да, рассказывают о том, что это может значить, да, упразднение, оптимизация. Вот, ну, не знаю, кто в этой схватке победит. Будем надеяться, что все-таки
народ встанет на защиту. Ну а как ты думаешь, Раиса, вот исходя из того, что вот мы сейчас с тобой обговорили, как ты говоришь правильно, что это все сознательно идет уничтожение всей государственности, вообще всего национального самосознания, приведет ли это к ликвидации национальных республик? Это высока вероятность. Они этого, конечно, делать не будут, поскольку они никогда ничего не делают прямо в лоб сразу, да. С этими, опять же, да, сбросьте маски. Вот только-только начинают они снимать с себя, значит, маску. И действовать более-менее открыто, показывать, чего они на самом деле хотят, да, Кремль. И приведет в будущем очень велика вероятность. Если Путин останется у власти еще там, я не знаю, еще на 5 лет, на 10, да, то мы неизбежно придем к тому, что мы будем большой Северной Кореей, без всяких там национальных республик, без всяких, ну, будем, может быть, губерниями. Надо же как-то все равно будет распоряжаться, да, этими территориями. Все равно там должны будут сидеть их наместники, да, которые будут усмирять народ, заставлять его молчать. Может быть, какая-то такая форма будет, но, к сожалению, все идет к тому, чтобы упразднить национальные республики как государство. Ну вот, исходя из того, что мы как бы с тобой все это проговорили, обсудили, и логический итог всего этого, это что может нас всех спасти? Только независимость. Правильно же? Вот то, что ты продвигаешь уже несколько лет, то, что я говорю вот, о своем Башкортостане, о башкирском народе, только независимость. Насколько вот, Саховар, якуты готовы к независимости? Я думаю, что мы готовы. Я думаю, что мы готовы практически на все 100%. Не считая, конечно, того русского населения, которое у нас живет. Ну и, я думаю, когда они почувствуют, что такое независимость, они будут только рады. И вот те люди, которые останутся у нас, не уедут, да. А вообще мы готовы. Почему? Потому что большинство населения у нас саха, титульные нации, да. Потом у нас есть все атрибуты государственности, и Конституционный суд, и Верховный суд, и выборный пока что глава республики. Законодательная власть у нас есть. И у нас все-таки одна сторона у нас не граничит с, значит, северная граница, у нас там нет Российской Федерации. Вот, я думаю, что мы абсолютно готовы к тому, чтобы... Есть выход к цивилизованному миру. Да, есть выход к цивилизованному миру. И плюс высокий уровень, я все-таки хочу это сказать, высокий уровень самосознания наших людей, саха, именно саха. И все-таки большое желание. Вот как ни почитаешь, все говорят, может быть, я ошибаюсь, находясь в каком-то своем информационном пузыре, но у меня вот такое впечатление. И плюс выступление Иванова говорит, подтверждает, как это, выступление Иванова меня все-таки еще раз убеждает в том, что наши люди все-таки готовы к тому, чтобы быть независимым государством. Вот. Другой вопрос, когда это произойдет и как. Будем надеяться, что это произойдет уже скоро, потому что все-таки Россия совершила фатальную ошибку, когда она напала на Украину и завязла в ней. Никакого Киева за 3 дня не получилось. К сожалению, то, что наши народы участвуют в войне, это все очень плохо. Но, как говорится, нет худа без добра. И люди, мне кажется, я лично всегда, скажем так, придерживаюсь такого принципа, да, который говорил Ленин. Чем хуже, тем лучше. Чем хуже сейчас ситуация будет развиваться в наших республиках, чем больше нас будут вот так вот окунать в грязь,
лицо, больше нас будут выкачивать, я имею в виду природных ресурсов, людских ресурсов в том числе, это же тоже как бы капитал достаточно большой. Вот. Чем больше у нас будут репрессии проводиться, запугивать людей, тем быстрее люди будут понимать, что вот Москва это не наша столица, что Россия это не наша страна, что мы совершенно другие абсолютно с русскими. Да, мы готовы с ними соседствовать, как-то дружить, там, как государство, но в одном государстве мы с ними не хотим жить, мы абсолютно разные люди. И вот то, что сейчас происходит, то, что произошло в Саха, Якутии, вот это вот выступление, я думаю, что оно даст пример многим сегодняшним национальным республикам, тем элитам, которые сейчас там находятся и которые прекрасно понимают, что на самом деле происходит. Ну, не все же продажные. Есть люди, у которых душа болит все-таки за свой народ, за свои республики. Я надеюсь, что они сделают выводы и возьмут пример с этого. Но на этом я как бы хотел закончить. В принципе, нам, Раиса, много что можно в будущем обсуждать, потому что наши республики похожи, очень много, особенно похожи по... И мы и культурно похожи, языковые у нас тоже язык, то есть один тюркский, и по проблемам мы похожи, и по национальному самосознанию мы похожи, потому что и вы воинственные такие, свободолюбивые, и мы такие же. Вот, и те проблемы, которые у вас сейчас, проблемы такие же у нас. Вот у нас сейчас как бы идет проблема, то есть особенно с природой связано. Башкиры очень так трепетно относятся к своей природе и готовы ее защищать. Но вот это мы видели как бы в событиях на Куштау, это баймакские события, когда Фаиля Алсынова посадили, тоже они произошли, триггером был именно вот нападение на наши как бы там природные ресурсы, на нашу землю. И сейчас вот у нас там происходит событие на хребте Кархтау, когда у нас хотят забирать, и опять народ недоволен. Вот. Так что есть что обсуждать совместно. Я думаю, что мы обязательно будем встречаться. Спасибо большое, Раиса. Рад был тебя видеть. Спасибо большое. Конечно, да, приглашайте. Очень интересно было бы поговорить и узнать твое мнение тоже о событиях. Может быть, ты когда-нибудь придешь к гостям на наш канал. С удовольствием. На канал нашего движения Саха Резистанс. В общем, да, давай поддерживать такие медийные связи тоже. На этом все. Хау булот. Хурматлы милләттәштәр. Осрашалар тиклем. До свидания.